что вы человек, чья жизнь связана непосредственно с государственной деятельностью. На момент признания нашей страны вы были вице-премьером правительства. Что для вас эта дата и как вы оцениваете дальнейшее развитие нашей страны на международной арене? Это дата, которая позволила нам расправить крылья, если так образно говорить, потому что мы очень сложные отношения проходили с Российской Федерацией. Период войны, послевоенный период, симпатии российского народа всегда были на нашей стороне. Мы это не могли не чувствовать, хотя бы по тем добровольцам, основную массу которых составляли как раз россияне. Но руководство российское занимало другую позицию. Меняться ситуация начала с того момента, как Владимир Путин стал премьером председателем правительства Российской Федерации. Тем не менее, события, которые произошли в 2008 году, они, в общем-то, беспрецедентны. Знали ли мы, что идет развитие ситуации к такому варианту? Да, конечно, знали. Грузины этого не скрывали. С момента прихода Саакашвили к власти военная риторика стала преобладающей. Мало того, накануне этих событий, где-то за месяц, была встреча части наших деятелей государственных с грузинской делегацией в Стокгольме, и грузины не скрывали, что они, в общем-то, либо соглашаетесь на наши условия, либо вы, либо осетины окажетесь первым под грузинским военным катком. Никто этого не скрывал. И эти ужасные события 8 августа 2008 года, те события, которые последовали потом, Россия все-таки взяла на себя ответственность. Она взяла ответственность и перед гражданами Российской Федерации. Не защитить нас она просто не могла. Наше признание, по большому счету, связано с именем Сергея Багапши. И пусть никому не кажется, что просто удачно он оказался президентом в эту минуту. Да ничего подобного.